Расскажи, пожалуйста, как вообще, во-первых, у вас дорога прошла? У вас начало тура? Дорога. Мы прилетели по небу. Ничего себе. Это было классно. Ты разделяешь мысль о том, что ваша музыка в первую очередь, такой манифест мелодики, то есть не каким-то месседжем внутри, а именно что атмосферность, мелодизм и так далее, вот, что это в основном эстетика? Согласен, это все воспитание, мы как бы старая школа, и росли на мелодичной музыке, и, собственно, сама физика звука и мелодии, она меня увлекает, да и всех увлекает. Для меня с детства было какое-то, да и до сих пор, в принципе, необъяснимой магией, когда из пары аккордов и пары нот строится мелодия, которая у тебя с утра играет, потом после обеда играет, вечером играет, и такой, господи, хватит, как она меня достала. То есть я считаю, что это магия. И сейчас современные тренды, конечно, они очень сильно связаны с электроникой, с таким клиповым мышлением, с сэмплами, Хип-хопом. С хип-хопом, да, абсолютно. Это все мне тоже очень нравится, но я, наверное, в меру того, что слишком сильно увлечен вот такой мелодичной гитарной музыкой, как-то слишком это все не воспринимаю. Я думаю, что мне абсолютно комфортно в условиях мелодизма, потому что, это, наверное, очень сильно перекликается со всем тем, что когда-то я слушал в детстве, что, вернее, даже не я слушал в детстве, а что слушали мои родители, да, что и повлияло видимо, на мой музыкальный вкус. Все где-то очень, очень близко, очень рядом, потому что я так понимаю, что у нас у троих примерно все то же самое было. То есть плюс-минус все одни и те же группы, одни и те же альбомы мы слушали в детстве, слушали наши родители, и мы, соответственно, такие вот и получились. Прелесть нашего положения и нашей, не знаю, миссии, что мы вот делаем такую музыку, которая вроде как относит к тому, что сейчас уже можно назвать классикой. Я не люблю просто слово ретро, потому что для меня это, в принципе, музыка актуальная, и она для меня вполне современная. Я не могу сказать, что эта музыка как-то устарела, и вот в этом-то, собственно, и ключ. И я надеюсь, что для многих людей, которые слышат нашу музыку впервые, допустим, для них это современная музыка. Может быть, для более старшего поколения это ретро-музыка. И это прикольная комбинация, я считаю. И я надеюсь, что мы сами в себе, как блендеры, это смешиваем и не выглядим как люди, которые занимаются исключительно ретро-вейвом. Вот. Но насколько вообще тебя раздражает понятие ретро-вейв по отношению к твоей группе? Не сказать, что оно меня сильно раздражает. Меня больше раздражает, когда нас называют инди-рок, например. Потому что вы не инди, потому что вы не рок? Нет, мы, в принципе, меня не раздражает понятие инди, оно хорошее, инди-поп. Да, в принципе, любого артиста, точнее музыканта, его в какой-то степени раздражает необходимость разговаривать о жанрах. Потому что вот даже сейчас мы перескакиваем с одного жанра на другой, мы понимаем, что есть немного того, немного другого. И я завидую артистам, которые могут сказать, что мы вот играем эмо-рэп. С другой стороны, мне пришла на ум такая идея, что, в общем-то, все классические рок-группы, допустим, у них рано или поздно бывали такие моменты экспериментов, которые фанаты обычно вообще никак не понимали, где они экспериментировали с электроникой и так далее. Вот как раз-таки, мне кажется, поэтому. Потому что хочется расширить диапазон звучания, провод подключить там и что-то. Либо хочется самим выйти из этих рамок, которые они сами себе поставили, потому что они с гитарами. И второе, вот погоня за трендами и так далее. Я раньше был поклонником группы Queen и понимаю хронологию, и читал много биографических книг, и там это очень ярко выражено, в чем уникальность этой группы, потому что они по 3 десятилетия просуществовали, и через каждые там 5-6 лет
Они так или иначе переобувались, да, вот эти Hot Space альбомы, и где был вообще диско. Hot Space, да, еще при этом там фантастические фильмы же были очень сильно. Флэш Гордон, да, саундтреки. Это все такие работы, на самом деле, которые отпугивают поклонников. Потому что если они познакомились с Queen там с 3-4 первых альбомов, для них важен вот этот потлатый глэм-рок и так далее и тому подобное. Когда они начали играть диско, от них, естественно, вся эта армия ушла. Потом она вернулась. Сейчас я уже непредвзято переслушиваю, понимаю, что эти люди реально были очень гениальны. В том смысле, что они брали форму популярную и как пластилин ее под себя. И выпускали замечательные треки. То есть не хуже тех же диско-героев там Ши, каких-нибудь Sister of Mercy или еще что-нибудь. Ну, это тоже стоит того. Гениальность, она не заключается в том, что человек... И поп-музыка, она раздвигает границы благодаря тому, что ты можешь в любой, в принципе, стиль залезть и взять оттуда лучше, хорошо это переложить для себя и сделать это своим. Это очень круто, я считаю. Как человек, да, который начал писать музыку, да, и вот я начал, собственно, следить за стилями, начал следить за новыми стилями, я понимаю, что без этого, конечно, никуда. Понятное дело, что если у тебя идея воссоздания какого-то там стиля музыки, да, который был когда-то раньше, и вот ты не хочешь ни в коем случае придерживаться новых каких-то, да, стилей, такой как трэп, вот этот вот хип-хоп, да, вот такой современный. Ну, точно так же очень много людей, кто, как бы все равно смотрит в эту сторону, да, то есть людей, кто закрывает на это глаза, их очень немного. То есть зачастую это взрослые люди, да, у которых уже устоявшийся вкус, какие-то взгляды, и взрослому человеку вообще достаточно сложно, мне кажется, дается что-то новое, да, то есть мы взрослеем, у нас, там, не знаю, костенеет мозг, костенеет восприятие, и нам все сложнее экспериментировать, сложнее совершать какие-то новые шаги, но вот я изучаю, собственно, новые стили, то есть я в любом случае пытаюсь их использовать, не в той мере, в которой это все сейчас используется, но то есть я совмещаю. Постепенно все больше и больше уходим в домашнюю запись. То есть, если, скажем, на альбоме Real мы использовали настоящие студии, и даже не одну, и не один город, и это было, конечно, не запланировано, просто так вышло, то альбом Dreamers мы просто записали полностью в домашних условиях. То есть даже студия, которую мы использовали для начальной сессии, то есть когда группа собирается и записывает основу вживую. Барабаны, бас и гитара. Мы играем втроем, записываем основу. Потом уже все это обрабатывается, дописывается, там, режется, продюсируется и пишется вокал, там клавиши. Вот все остальное все было уже дома. Да, все остальное это мы делали дома. Ну и вот эта первая студия, она была, в принципе, тоже домашняя. Но мне кажется, что мы добились звука довольно-таки там стадионного практически при этом. Просто много времени проводим за компьютером, обрабатывая файлы, обрабатывая треки, дорожки. И это дает, мне кажется, записи большую интимность, может быть, или честность даже. Потому что получается так, что, во-первых, в студиях работать долго и дорого. То есть, как скажем, дорого, потому что надо долго. Дома я могу сидеть сколько угодно. Я могу работать над треком в любое свободное время. В студии ты либо должен успеть все записать за 5 дней, на которые у тебя хватит денег, или 10. Либо надо быть каким-то очень известным и дорогим артистом, чтобы покупать студию на год и спокойно сидеть. И потом у тебя альбом стоит $1 миллион. Сейчас, мне кажется, так никто не делает. Отсюда рассвет вот этой bedroom поп музыки и людей, которые, в принципе, все делают сами дома. Это логично. Важно все же делать это достаточно быстро. То есть нельзя ни в коем случае затягивать. Современный мир, он настолько вообще быстр, резок, что у нас сейчас нету, там, не знаю,
2-3 лет для того, чтобы написать, не знаю, 10 песен. Сейчас нужно делать все очень быстро. То есть и вот я стараюсь увеличивать скорость. То есть человек за день делает музыкальную композицию, готовый, и выпускает ее. Это факт. Для тебя интереснее живые выступления или материал, который вы пишете в студии? Ну, это все часть одной большой работы. Конечно, живое выступление — это особое удовольствие, особенно когда много людей собирается в зале. Ну, я слышал, что раньше, до интернета и вообще там, в 70-х, была такая эпоха, когда музыканты могли просто жить студийной жизнью. Например, Кейт Буш, она там записала гениальный свой альбом в 18 лет и вроде как особо даже не гастролировала все эти годы. Сейчас такое трудно представить себе. Сейчас в любом случае артист должен гастролировать, потому что это его основная работа получается. То есть просто так записывать музыку и слушать самому ее можно, да, это тоже, конечно, кайф. Кайф музыку выпускать и смотреть реакцию. Слушай, для меня старательным материалом точно абсолютно является музыка, в которая в детстве в меня была впитана, да. Такие группы, как Led Zeppelin, Queen, Beatles. С Beatles у меня просто отдельная история. Я там в 10-12 лет знал наизусть все песни, наверное, всех альбомов, там, каждых из участников. Брат моего дедушки был невероятным фанатом. Я каждое лето приезжаю на дачу в течение 2 или 3 лет. Значит, там по 3-4 месяца, слушая, значит, эти вот пластинки. То есть я особо ничего не, понятно, там что-то делал, там гонял там футбол, на рыбалку ходил, но вот большую часть времени я именно занимался прослушиванием вот этих вот CD-дисков. Знаешь, я, наверное, просто ничего даже другого и делать не умею. Ну, то есть я занимаюсь этим и занимаюсь, потому что понимаю, что ничем другим просто не могу заниматься. Потому что это вот единственное, наверное, что действительно идет от сердца, откуда-то, я не знаю, изнутри, не знаю, сверху. Даже не понимаю. Знаешь, как есть такое, не знаю, понимание, какое-то мнение, что человек-музыкант, он очень часто является проводником. Вот. И очень важно именно научиться быть таким проводником в момент игры, да, то есть когда ты играешь музыку, не думать не головой, да, а полностью отключаться и просто что-то, какой-то поток, не стопорить энергию, поток энергии, да, какой-то мысли, он идет через себя и отдается людям, да, слушателю, зрителю. Ну вот, наверное, это просто невероятный кайф, который невозможно вообще ничем заменить. Это вот, собственно, наверное, только поэтому я этим и занимаюсь, не знаю. Что для тебя главный критерий истины именно в исполнении песен, в музыке? Живое исполнение. Во-первых, нужно все-таки как-то музыку постоянно проживать, и каждый концерт, он уникальный хотя бы уже потому, что он исполнен отчасти живыми людьми, барабанщиком, гитаристом спет, другим гитаристам все это сыграно. Для меня это истина. То есть в этом смысле я пока не очень понимаю культуру, хотя это очень сильная культура, мощная, но опять же, наверное, видимо, как старая гвардия. Когда тинейджеры под iPod собирают полный зал, и у них там слэм, рубка. Я понимаю, это дух, максимализм, протест там, и так далее и тому подобное. Это кач в первую очередь. Кач, безусловно. Это хороший звук на любом аппарате. Но для меня, скорее, наверное, истина — это часть профессионализма и хорошо исполненная музыка со сцены. Часто, когда читаешь про вашу группу в интернете, очень много разговоров про то, что вы ориентированы на Запад, то, что вы живете в Штатах, вас больше привлекает западная аудитория. Насколько вот эти заявления соответствуют истине? Нет,
мы стараемся ориентироваться в принципе на весь мир. То, что про аудиторию я не могу сказать такого. Наверное, все-таки аудитория не играет роли откуда. То есть нас привлекает аудитория везде, разумеется. Все люди, которые нас слушают, это наши люди. И мы с удовольствием к ним приезжаем. Да, чисто по-человечески, конечно, мне очень нравится США, мне нравится жить в Лос-Анджелесе, бывать там. Я не могу сказать, что я там прям постоянно живу. Я там часто бываю. И мы там часто бываем. И вот недавно мы вернулись, мы записали новый материал, сыграли концерт. У нас была там презентация винила. А что тебе там нравится больше? Эстетика, люди, само место или, может быть, Все, все конечно, вместе? вся культура. То есть вот я сейчас смотрю какие-то сериалы, мне нравится смотреть места, где мы гуляем. Культура повседневной бытовой жизни американцев. Именно американцев, европейцев мне не очень нравится. По жизни что тебя вдохновляет? Старая музыка меня вдохновляет. Меня вдохновляет из последнего Смитс, какие-нибудь диско-номера от групп тех же самых Chic, Sister of Mercy, Duran Duran. Поездки меня вдохновляют. Старые машины, винил, не знаю, старая одежда. В общем, искусство 80-х. Вот оно меня очень сильно вдохновляет. Еще потому, что оно рядом, когда мы живем в Лос-Анджелесе, оно везде. Да, оно очень близко. И, собственно, оттуда у меня и пошло такое ощущение, что как же здорово, когда, не знаю, человек может себе позволить, помимо современного автомобиля, иметь автомобиль выходного дня, и это какой-нибудь там 124-й кузов Мерседес, там 78-80-х годов он слушает записи тех же самых групп той эпохи и, в принципе, одевается в таком стиле. Это, конечно, очень круто. При этом он может быть каким-нибудь финансовым аналитиком в каком-нибудь крупном хеджевом фонде, и это такой когнитивный диссонанс, потому что мы все немного из другого мира, из другой культуры, и меня это очень сильно поразило, и я подумал, что, черт возьми, можно... Что хочется так же. Да, хочется так же. Я иногда такой думаю, я в Якутске, ого, то есть, музыка привела в Якутск, это, конечно, непередаваемое ощущение, потому что, это очень здорово. Конечно, путешествия, они очень сильно преображают мысли, голову, мозг, общение с новыми людьми. Раньше я вообще довольно социальный человек, очень закрытый и домосед, но путешествия все время какую-то вот на чем у вас дома на этих сваях стоят, в вечной мерзлоте, вот у меня как мозг вечная мерзлота, в каждое путешествие вот эта свая вбивающаяся оставляет всегда позитивное впечатление. Есть уже с чем сравнивать. Я почитал немного, у вас мэр женщина. Да. И там какая-то очень позитивная у нее статистика, что, я не знаю, может быть, это... у нее, да, и у нее такой очень... она очень громко прозвучала, в общем, и в соцсетях. Можно ли верить этим цифрам, что Макит сократила там расходы ненужные, продала дорогие автомобили из мэрии, да, что-то такое, отказалась от каких-то дорогих мероприятий. В этом смысле мне нравится, что здесь какая-то есть коллективность в решении проблем. Люди все-таки стараются очень много из интернета набрать информации и как-то свою жизнь построить, исходя из этой информации. Я думаю, сегодня вы, глядя на аудиторию, на молодежь... Я уже имел возможность посмотреть. У вас очень стильная, модная молодежь. Да. Мы приехали в Якутск, когда не знаешь, все время думаешь, мы куда-то едем, там это где-то между холодом и там, возможно... Еще большим холодом. Да, еще большим холодом, возможно, там... Будут люди менее там какие-то модные, менее продвинутые, да, менее. А в итоге мы такие, годы мы, по-моему, сами отсталые. То есть нас самим научат какие-то слова, какие-то движухи, жаргоны. Я такой. Молодежь впишет вас в модную тему. Молодежь действительно. Молодежь очень стильная, это отрадно. То, что, видишь, возвращаясь опять же к интернету. Да, интернет такая штука, которая может масло по всей поверхности хлеба домазать до самых ее краев. Это очень круто.
Я думаю, что самое главное это вот жить в моменте. Понимаешь, да? То есть и воспринимать музыку в данную секунду. Вообще, вот что бы ты ни делал, просто воспринимать все в данную секунду. И тогда ты будешь получать самый настоящий кайф. Я вот реально за то, чтобы люди просто вот получали удовольствие от энергии, которую дает артист. Насколько для тебя важно в творчестве донести какую-то идею? Или вы вот просто играете Ну вот, по кайфу? мы сейчас с тобой, в принципе, обсудили всю нашу идею. И если мы ее доносим, то это хорошо. То есть наша идея, она находится именно в области музыки как таковой. Хотя это не модно сейчас. Сейчас модно иметь какую-то Текстовую, действительную да, идею, да, да. то есть политическую, может быть, или какую-то идеологическую идею, ну да, одно и то же. Но наша идеология, она все-таки, это музыка и мелодия. Наша идеология — это музыка и мелодия. Ну, мелодизм в целом. Да, и мы такой музей жанров классных. Мы как такой архив, мы их сохраняем. И, в принципе, если надо, то мы можем и какую-то идеологическую надстройку на это сделать, если понадобится, если обстоятельства. Ну, у тебя есть такая режима. потребность? У тебя есть желание это сделать? Ну, скажем, есть реакция, когда я вижу, что это работает, да, и я вижу, что это работает везде. В России это работает, в Америке это работает. То есть любая политизация, любая дополнительная идеологическая Социально. идентика, она работает очень хорошо. И более того, практически уже не остается артистов, которые просто клевые, да, там просто клевую музыку делают. То, что было еще там лет, может быть, 6 назад. Но, с другой стороны, я придерживаюсь такой мысли, что не стоит это делать искусственно. Вот если действительно что-то Накипело? накипит, да, какая-то, может быть, идея. А пока мы будем... Все-таки я верю в то, что есть большое количество людей, которые действительно хотят слушать музыку. Просто музыку. То есть то, что находится внутри человека, оно, мне кажется, важнее идеологии, важнее политики. И если мы погружаем людей в какие-то приятные воспоминания, в какие-то путешествия, то это гораздо сильнее, чем нести им какую-то, промывать им мозги на ту или иную тему. Я вот так думаю. И, может быть, мы сможем на этой волне продержаться, и нам не придется как бы становиться под чьи-то знамена. Baby, you should know
Якутский колледж инновационных технологий приглашает выпускников 9 и 11 классов начать обучение по актуальным специальностям: бухгалтерия, финансы, юриспруденция, логистика, сервис на транспорте и другие. В колледже вас ждет насыщенная внеаудиторная жизнь, увлекательная учеба и практика. Есть бюджетные места. Телефон приемной комиссии 26 26 65. Восточно-Сибирский лицей приглашает на обучение с 1 по 11 классы. Учебный план соответствует федеральным образовательным стандартам. Начиная с 7 класса лицей предлагает программы с углубленным изучением биологии и химии, а также экономики и права. Мы ждем вас! Телефон 36 97 92.